Отрадно отметить и тот факт, что многие граждане Кыргызстана не остаются в стороне и с сопереживанием относятся к сложившейся ситуации, оказывая всяческую добровольную помощь. Весь кыргызский народ глубоко сопереживает братьям-казахам в эти тяжелые дни и искренне желает скорейшего регулирования ситуации во благо народа. Вместе с тем хотел бы заметить, что в последнее время в средствах массовой информации, в социальных сетях наблюдается распространение информации в отношении иностранных граждан, в том числе и граждан Кыргызстана, об их причастности к погромам и беспорядкам. В связи с чем позвольте выразить просьбу и надежду на то, что по каждому подтвержденному случаю будет открыто и справедливое расследование в рамках законодательства Республики Казахстан и в строгом соответствии с нашими двусторонними и многосторонними соглашениями. Уважаемые участники заседания, в заключение хотел бы подчеркнуть, что Кыргызская Республика неизменно выступает за стабильность, социально-экономическое развитие, укрепление государственности и процветание Казахстана. Кыргызстан всегда был и остается рядом с Казахстаном. В случае необходимости при обращении казахстанской стороны мы готовы оказать необходимую помощь народу Казахстана, исходя из крепких родственных связей двух братских народов. Позвольте еще раз выразить глубокие соболезнования казахстанской стороне в связи с человеческими жертвами и пожелать скорейшего восстановления всем пострадавшим. Благодарю за внимание. Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Пожалуйста, Александр Григорьевич. Уважаемый Никола Воваевич, уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича за подробную информацию об обстановке в республике. Сегодня в стране объявлен президентом национальный траур. От имени белорусского народа примите наши соболезнования в связи с гибелью сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирного населения Казахстана. Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора. Их сценарий узнаваем, о чем только что сказал президент Казахстана. За аналогиями далеко ходить не надо. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь. Конечно же, в этих странах были свои особенности, но общий почерк виден. Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве, и прав президент Казахстана, пройдет немного времени, имена, фамилии, адреса, пароли, явки будут названы этих деятелей. Но надо понимать одно, что только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутреннее. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси. Надо понимать, что вокруг близкого нам народа и государства Казахстан слишком много накопилось желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик. Совсем недавно к этому добавился Афганистан. Еще раз подчеркиваю, это наш непреклонный вывод. На границах Казахстана, это показали события, скопилось немало международных террористов. Это первое. Второе. Для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции в наших постсоветских республиках, в данном случае Казахстана, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны. Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, что самые близкие народы Казахстана и Кыргызстана
должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период. Именно Кыргызстан и Казахстан. Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Но главное – это уроки. Уроки, которыми занимается сегодня руководство Казахстана. Внешние, о которых было уже сказано, в ближайшее время сделают соответствующие выводы, но и внутренние причины. Анализируя обстановку в Беларуси, мы исходим из того, что кроме внешних причин, у нас они явно были видны, в Казахстане сейчас не очень. Президент Казахстана пытается докопаться все-таки до сути. Я уверен, что он это сделает. Но мы, исходя из того, что было в Беларуси, не забываем о том, что были и внутренние причины. Точно так и в других республиках. Нужно это четко усвоить. Если мы этого не поймем и будем пенять только на внешний фактор, значит, мы можем получить повторение событий. Напомню, что о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центральноазиатском регионе спящих ячеек террористов, цитата, и экстремистов, которые в один момент могут проснуться, неоднократно говорил уважаемый Эмомали Шарыпович Рахмон. Мы принимали это к сведению, но, наверное, недооценили риски. Но давайте откровенно, порой думали, что нас сия беда минет. Теперь видим, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы. Это очень опасная тенденция. Кто их организовывал и руководил, надо разобраться. Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Беларуси, в других странах, так и в Казахстане мы придем в ту же точку изначально. Отмечу, как говорили коллеги, своевременность и оперативность принятого нами решения о вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил ОДКБ. Уверен, наши усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации. Нам, исходя из этого нашего урока, нужно совершенствовать и управляемость ОДКБ, и те силы, которые мы готовы задействовать. Но нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и, прежде всего, миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий. И не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам, свернем шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность. Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии, они не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть. Вот жестко поступили в первые минуты, результат виден. Судя по активности западных политиков,
там внимательно отслеживают ситуацию. Они сначала взяли паузу 2-3 дня. Может, выходные были, может, еще что-то. Для того, чтобы тоже организоваться. Через 2-3 дня мы с президентом России об этом говорили постоянно. То, что мы планировали, как мы это видели, то и произошло. Посыпались заявления. Заявления понятные. Демократия, свобода, непринятие жестких мер и так далее. Очевидно, что ввод коллективных миротворческих сил ДКБ нарушил планы заказчиков и исполнителей спровоцированного конфликта. Это еще раз подтверждает правильность принятого нами решения. В этой связи хотел бы заметить, что нам надо обязательно отслеживать ситуацию и действовать на упреждение. Купировать возможные причины, которые могут привести к таким последствиям. И правильно поступил президент Казахстана, когда в первый же день жестко спросил с тех, кто допустил первые симптомы этих событий. Подумаешь, природный газ, которого там девать некуда в этом Казахстане, надо было в 2-3 раза повысить цены. В этой связи в информационном поле следует действовать на упреждение. Нельзя допускать выставление миротворческого контингента как оккупантов. Мы видим, такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты. Мы не пришли туда по своему желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну. И мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас. Это урок для всех. Это прецедент. Хороший прецедент. Сегодня, как никогда, уважаемые коллеги, в рамках организации необходимо повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене. Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования. Как я уже говорил, без оглядки. Следует совершенствовать информационный обмен, качественно улучшать аналитическую составляющую. Рост напряженности нас также подталкивает к ревизии совместных мер по противодействию терроризма и экстремизму. Хороший повод сейчас в какое-то время собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит о показании материальной поддержки, прежде всего техникой военной. И нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как это с Казахстаном. Сколько там, почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику, благо что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас, он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать. Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях. Необходимо своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность. Что касается Беларуси, уважаемые коллеги, вы всегда можете рассчитывать не просто и не только на взаимопонимание, отдельные заявления и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты. Благодарю за внимание.